Итак, дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале сервисного центра Час Пик. Сергей, привет! Скажи, что у нас Привет. сегодня на разборе, на ремонте? Так. Что сегодня будем делать? Это мой. В общем, к нам пришла семерочка, а у нее такая проблема. Привет, Сири. Позвони, проверка. Так, вызов пошел. Берем. То есть вот. Алло. 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 То есть, видите, когда очень близко, тогда слышно. А чуть на расстоянии уже не слышно. То есть, получается, проблема в динамике. Не в динамике, а в микрофоне. То есть вот на айфонах идет такой шлейфик внизу. То есть тут у нас разъем зарядки. Вот этот микрофон идет как раз вот отвечает за прием звука. Этот второй шумоподавитель. Ну и антенка тут же у нас приклеилась. И тут еще динамик, как раз который за звонок отвечает. Угу. То есть многофункциональный. Ну, сейчас начну разбирать и все увидите. У нас, получается, какие этапы будут сейчас происходить для того, чтобы произвести замену? То есть мы сейчас его вскрываем, Угу. подкидываем наш оригинальный шлейфик. То есть будем ставить не Китай, будем ставить бэушный, полностью рабочий, но оригинальный шлейф. Потому что Китай, если поставишь, то есть разницы не будет ощутимой. И сеть плохо ловит, и зарядку плохо берет. И больше того, то что не просто может он плохо зарядку брать, а то есть из-за китайского шлейфа, то что тут конденсаторы всякие идут, он просто, сэкономив на китайском шлейфике, мы можем просто спалить телефон. То есть мы всегда стараемся клиентам уговаривать их на оригинально. То есть это не идет то, что мы пытаемся развести человека на деньги. Это наоборот то, что мы идем навстречу, чтобы человек понял то, что чуть-чуть переплатить, и будет качество, и с телефоном будет все нормально, он будет дальше жить. То есть лучше ставить всегда оригинал. Хоть и бэушный он, но он зато дольше прослужит, и аппарат сам по себе будет дольше жить. Так, приступим? Да. Так. Так, мы его открыли. Что я могу сказать? Видим наклеечки. То есть они значат то, что телефон у нас восстановленный. Ну, то есть китайцы уже собирали его. Ну, изначально я заметил сразу то, что дисплей чуть тускловатый, то есть это тоже признак, то, что это не оригинальная матрица. Батарейка тоже уже в плохом состоянии, вздуваться начинает. То есть с клиентом обговорили вопрос того, то, что меняем шлейфик, если все-таки дело в нем. Но тут еще надо будет позвонить клиенту и сказать то, что нужно еще поменять батарейку. Почему? Потому что когда батарея вздувается, то есть у нас экран плотненько закрыт, сверху идут застежки, снизу, как вы видели, я открутил болты. Он просто надувается и телефон трескается. Так что лучше предупредить и сразу поменять. То есть и человек тоже на этом чуть-чуть денежек сэкономит, то что раз мы уже полностью аппарат разберем, то есть мы за установку дополнительно не будем брать. То есть посчитаем только аккумулятор плюсом к той сумме, то что мы поговаривали за замену шлейфика. Скотча. И вот в некоторых видео предыдущих мы тоже снимали батарейку, и там приходилось прогревать, потому что там прям огромные полосы были клея. Заводской скотч, он совсем другой будет. То есть здесь китайцы прям экономили на всем, даже на скотче. Вообще, да. Ну, корпус тоже получается не оригинал. Наклеечку видим. Это вот это вот синенькое, да? Угу. Да.
Вообще, как можно распознать изначально, допустим, при покупке, когда покупаешь БУ телефон, как его сложно отличить от оригинала? Ну, вот, скажем так, среднестатистическому пользователю. Да, очень будет сложно, если не разбираются. Ну, лучше, как сказать, вот даже кто знакомые, друзья, все меня знают, они обычно вот, типа, Серега, привет, хочу купить телефон там на Авито или где-нибудь. Ну, я говорю, либо берете такой же телефон оригинальный, ну, чтобы знали то, что именно это оригинал, и два телефона сравниваете. Если такой возможности нету, просто звони продавцу и скажи то, что вот знакомый работает в сервисе, давай съездим, там посмотрим. То есть тут, если у него там, грубо говоря, говно, он сразу сольется. То есть, вот как знакомый даже, сколько раз такое было, блин, вот не совру, 95% потом от них трубки не брали. То есть вот вам, друзья, офигительный лайфхак, как проверить телефон на оригинальность. Ну, то есть не надо даже быть моим другом, как бы просто пишите нам, приезжайте, как там времени-то, ну, пару минут уделить, проверить. Это все просто, мы за это денег не берем. Ну, там, от шоколадки не откажемся. Шоколадки мы любим. Друзья, Красноармейская, 133, это буквально в 200 метрах от цирка. Приходите. Все телефоны, все контакты есть в нашей социальной сети, а также на нашем сайте и в описании под видеороликом. Многие начинают лениться разбирать целиком телефон. Почему? Потому что вот шлейфик как раз идет. Вот он. То есть вот, чтобы вы примерно понимали. Вот он идет. То есть он идет под платой. И болты никто ничего не выкручивает, начинают его подгибать и оттуда вытащить. И плату поднимают. То есть перегибают, и телефон просто перестает включаться. Так что лучше не лениться, потратить минут 15 своего времени, зато нормально все разобрать. Ну, в нашем случае, в отличие от кустарных мастеров, нам лениться в принципе нельзя, потому что нам репутация дороже. Правда. Ну, благодаря этой репутации так долго и мы на рынке и находимся. Цены и отношение к клиентам, к любимым клиентам. Ну, даже болтики не старались подбирать более-менее, на некоторых болтиках просто резьба уже еле живая. Вот он, Китай. Так. Но лучше таким, вот честно, не ради того, чтобы именно прорекламировать себя, то, что идите к нам, и лучше это сделаем. Просто по опыту, сколько людей, даже, грубо говоря, звонят на рабочий телефон и спрашивают, типа, сколько будет стоить вот это. Называем такую-то сумму. Нет, дорого. Вот, типа, я там на Алиэкспрессе нашел запчасть, я лучше ее сам поменяю. Ну, ладно, пожалуйста, меняйте то, что там на ютубе, говорит, много роликов, я посмотрю и все сам сделаю. Потом, через пару дней, не через пару дней, как там запчасть у человека придет, он попытается сам это все сделать и приходит молча. Такой вот в пакетике, там телефон, все эти болтики, все это раскидано. Что случилось? Ну вот, запчасть пришла, либо я его собрать не могу, либо я его собрал, но он у меня не включается. Почему он не включается? Потому что разобрать-то мы разберем, вроде все легко, а вот обратно собрать, потому что в айфонах очень много винтов. Вот, Саш, можешь показать то, что
этот длиннее, этот короче. Тут тоже они разные. По толщине, по глубине. То есть один винтик не туда вкрутил и плату пробил. И до свидания. Сэкономили. Допустим, тот же самый дисплей. Если со своим дисплеем приходите, ну, возьмем мы с вас 800 рублей. Если вы плату убьете, здрасте, 7000. Так что... Как говорится в старой русской поговорке, скупой платит дважды. Да, так и есть. Так, вот мы с вами плату достали. Ну вот, и шлейфик тут даже не оригинальный уже стоял. Тоже с пломбочками. Ну и так видно по сборке. То, что собран из того, то, что было. Кстати, этих восстановленных телефонов тоже очень, ну, много попадается. То, что даже в плане того, как сказать, они какие-то есть подешевле, подороже. Потому что где-то, может быть, они собраны из оригинальных бэушных запчастей, но плата делалась. А есть конкретно то, что там плата вся на лексиконе мастеров перепаханная, то есть перепаянная. Там начинается сразу то одно, то другое. Извините меня за сравнение, как это сказать. Купил старые Жигули и гараж к ним, чтобы веселиться постоянно. Тут то же самое у нас получается. Эти ревки человек сразу приходит после покупки недели через 2, то что батарейку плохо держит. Батарейку проверять начинаешь, там емкости почти нету. Ладно, батарейку другую подкинул, он греется. Начинаешь смотреть по питанию, контроллер питания еще мертвый. То есть, как сказать, допустим, оригинальная семерка, пускай стоит, ну давайте бушка на 1013, восстановленная ревка будет 1010. И человек такой радостный: ху-ху, я 3500 сэкономил. Ладно, через 2 недели начинаем с батареечки. Раз, нормальная батарейка 1500 с установкой у нас стоит. Уже получается сколько? 11500, да, цифр? Дальше. Если частая проблема то, что он греется, это уже контроллер питания. Контроллер питания и контроллер USB. Там сразу все это меняется, чтобы нормально было. Это еще 3,5. То есть у нас уже прогадали. А плюс к всему к этому то, что там все эти запчасти китайские, еще бывает то, что NFC не работает. NFC бесконтактная оплата. То, что на китайских корпусах сплав чуть-чуть другой идет, и то есть толщина корпуса не всегда позволяет. С некоторыми можно там, как сказать, что-то придумать, чтобы она заработала, но с некоторыми не получается. Ну и, кстати, вот то, что спрашивал по качеству, то есть видно по шрифтам и по качеству то, что он более шероховатая поверхность у телефона. Ну, повторюсь, если что, в диагностике поможем. Я также в предыдущих видео говорил, что если есть ребята, кто мастера с других регионов и кто не обладает, допустим, каким-то оборудованием, либо высококвалифицированными специалистами, они могут спокойно обращаться к нам. Так и так обращаются. Я, конечно, не буду конкретно конторы говорить, как и, ну, и хвастаться. Как бы и с Ижевска тоже к нам многие очень обращаются в плане пайки ремонтов, ремонтов, пайки айфонов и по переклейке стекол, то что айфоны делаем мы, замену стеклышка. Ну и там Honor и Xiaomi тоже все это переклеиваем. Плюс
Илья у нас, то есть по айфонам Саша у нас, его тоже многие знают, обращаются Я думаю, постоянно. в следующих видео мы покажем его. Да, то есть будем все равно. Ну, Саша будет, тут он не будет такие. Это я более-менее лентяй. Да и времени у меня нету на сложные ремонты. Этим у нас Саша занимается, очень хороший мастер, очень хорошо себя в городе зарекомендовал. И по компьютерам у нас Илья, тоже многие его знают. Ну, то есть я старался в одном месте собрать всех хороших мастеров, кто именно хочет качественно работать, и чтобы люди от этого получали удовольствие. Ну и когда делаешь хорошо, сам получаешь удовольствие. Так, сразу на всякий случай проверим сеточки. Сеточки забились. Кстати, сеточки делаем чистку бесплатно. А то бывает там с сервиса придут, вот там-то были, а там у них такой прайс. Чистка сетки 500 рублей, чистка другой сеточки 300 рублей. Ну, Ну, это ребята ищут на чем заработать. ну, такие конторы обычно долго и не живут. В рекламу вбухают, народ побежит. Максимум год. Так что нормально делай, нормально будет. Да. Не зря мы работаем с 2005 года. А это как бы немалый срок, я считаю. Даже можно новую услугу ввести. Если хотите, мы можем снять ваш процесс ремонта. Да. Ну, такие мелкие, которые вот, типа шлификов и так далее, по плате, по пайке это очень много времени будет. Ну, в принципе, можно. Аппаратура ведь есть то, что Ну, даже вот я перебью тебя, извини, даже сейчас у нас получается вот замена, казалось бы, вот этого модуля, да? Шлейфа. Получается, у нас уже выходит буквально, мы уже 30 минут с тобой этим занимаемся. Естественно, на видео это будет меньше времени, потому что где-то подрежем, где-то склеим. Ну, 30 минут. Не все, конечно, клиенты готовы будут смотреть, но как услугу, я думаю, можно будет попробовать. Кому-то наверняка будет интересно, потому что есть ведь такие вот клиенты, которые прям, а что же вы будете делать с моим телефончиком любимым? Ну, это опять вот из-за вся эта ситуация, может кого-нибудь эта фраза оскорбит, но я скажу как есть. Домушники или те, кто учились, посмотрели на ютубе несколько роликов, все, там я теперь это умею, могу открыть свой сервис, сейчас начну деньги зарабатывать. А там же на ютубе все эти разборки, они там длиной идут, как сказать, минут по 10, по 15. Мало очень видео, где конкретно от А до Я процесс разбора. Нету всех этих мелких нюансов, где что-то там, где-то секретка какая-то есть или что-то подобное. И человек просто может что-то сломать. Предфинальная проверка, да, включение Угу. на работоспособность.
прости. Контроль качества. Ну, то есть сейчас будем проверять. Если все хорошо, то есть мы его пока полностью не собираем. Раз у нас сейчас время 10 часов, уже клиента не будем беспокоить. Оставим до утра. То, что вначале я говорил, нам надо еще проверить, не проверить, а сказать то, что нужно поменять еще аккумулятор. То есть, если клиент согласится, то тогда мы все это дело, точнее аккумулятор поменяем и соберем его полностью. То есть мы не делаем так, то что договаривались сделать одно, а по факту сделали гораздо больше, и человек приходит и я вроде не просил, а все, раньше надо было. Ну, то есть мы всегда все согласовываем заранее. Конечно, зачем? Позвони, проверка. Выполняю вызов, проверка, сотовый. Алло. Раз, два, три. Алло. Вот, все, работает. То есть уже сейчас даже так слышно. Алло. Раз, два. Алло. Алло, че спишь? Так, ну все, мы проверили, все у нас работает. Так что будем прощаться. Подписывайтесь ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе. И следите за нами. И, кстати, кто является нашими подписчиками, мы всегда делаем приятные бонусы, либо скидочки. Так что при обращении на ресепшене у нас там Юля и Женя. То есть обязательно не стесняйтесь, говорите то, что вот я ваш подписчик, и мы обязательно сделаем вам скидочку, либо приятный бонус какой-нибудь. Все, друзья, все ссылочки в описании. Всем пока-пока. Пока-пока.